Житель Сунтарского района обвиняется в мошенничестве при получении пособия по безработице. Об этом сообщает прокуратура региона. По материалам проверки прокуратуры Сунтарского района возбуждено уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. Он в июне прошлого года обратился в Центр занятости населения о признании его безработным и выплате пособия по безработице. При этом укрыл факт того, что он с 2013 года является учредителем коммерческой организации, а также его финансовым директором. За период 3 месяцев он необоснованно получил более 50 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование. Якутянину условное осуждение заменили на реальное лишение свободы за неисполнение возложенных судом обязанностей. По информации прокуратуры Якутии, в Мирном мужчина, условно осужденный за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба к 2,5 годам, допустил нарушение порядка и условий отбывания наказания. Так, в период испытательного срока он намеренно скрывался от контроля, не являлся в установленные сроки в уголовно-исполнительную инспекцию, неоднократно привлекался к административной ответственности и злоупотреблял спиртными напитками. В этой связи назначенное ему условное осуждение отменено. Он взят под стражу в зале суда для исполнения наказания в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 2 человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика вблизи села Хаптагай в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Сообщение о ДТП на 21-м километре трассы Лена около реки Мыла поступило в пожарную часть в 3:59 по местному времени. На место происшествия выехал личный состав пожарной части номер 8. Выяснилось, что столкнулись Mercedes-Benz, Спринтер и грузовик Volvo. Пожарные эвакуировали участников ДТП, 2 пострадавших увезла бригада скорой помощи. Причина происшествия выясняется. Служба спасения Якутии помогла мужчине, которому требовалась срочная медицинская помощь. Его госпитализировали на Буране в Среднеколымском районе республики при температуре минус 53 градуса. Об этом сообщает пресс-центр службы спасения региона. Вечером 21 января в ЕДДС района поступило сообщение о том, что на рыболовецком участке Вяткино в 40 километрах от Среднеколымска заболел мужчина. Он жаловался на сильный кашель и удушье. Оперативная группа спасателей с медработником на 2 буранах выехала на место для оказания помощи. По прибытии на участок мужчину обследовали и оказали неотложную помощь. Сообщается, что больному требовалась срочная госпитализация. Пострадавшего укутали, уложили в сани и доставили в Среднеколымскую ЦРБ. По словам самих спасателей, минус 53 при скорости бурана в 20 км в час по ощущениям кажется, как все минус 70. Несмотря на полностью подготовленную технику, двигатели мерзли, начинались перебои, но все закончилось благополучно благодаря слаженной работе спасателей и медиков. 30-летняя жительница Якутска подозревается в умышленном повреждении имущества в баре. Участковые установили женщину, которая разбила витрину и повредила товар. Выяснилось, что подозреваемая зашла в бар, расположенный по соседству от своей работы, чтобы купить сигарет. Возле кассы у нее возник конфликт с работницей заведения. Как установлено, подозреваемая ранее работала в этом баре, и между женщинами постоянно происходили ссоры. Увидев, что словесная перепалка грозится перерасти в потасовку, один из работников бара попытался успокоить женщин. В ходе ссоры подозреваемая скинула с прилавка товара, затем швырнула спиртные напитки в витрину, тем самым разбив ее. В ее отношении возбудили уголовное дело. Якутянина осудили на 17 лет за убийство с особой жестокостью. По информации следкома по Якутии, вечером 29 марта прошлого года в квартире в микрорайоне Марха мужчина распивал спиртные напитки. В ходе застолья между ним и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, и он избил потерпевшую. По данным экспертного исследования, женщина получила около 100 ударов кулаками и деревянной скалкой. Подсудимый также причинил ожоги, прикладывая к ее телу раскаленный утюг. От полученных ран женщина умерла на месте происшествия. Увидев последствия своих преступных действий, мужчина отправился к родственникам и рассказал о произошедшем. Суд приговорил его к 17 годам в исправительной колонии строгого режима. Полицейские раскрыли кражу бензопилы из строительного балка в Якутске. В дежурную часть обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что у него украли бензопилу. Подозреваемым оказался 33-летний, ранее судимый за грабеж, мужчина, который прежде подрабатывал у потерпевшего разнорабочим. Злоумышленник без труда проник на территорию строящегося объекта. Зная, где хранится бензопила, он похитил инструмент, после чего сразу же продал. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. В отношении вора возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение», совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 2 жителей Намского района застрелили и разделили между собой тушу чужой лошади. Таким образом, они отомстили за то, что табун съел их сеном. Об этом сообщает прокуратура региона.
Мужчины предстанут перед судом. По версии следствия, в октябре прошлого года двое мужчин 1970 и 1956 годов рождения на сельскохозяйственных угодьях, увидев, что принадлежащий односельчанину табун лошадей сломал изгородь и съел заготовленный одним из обвиняемых сток сена выстрелом из ружья, убили одну из лошадей и, сговорившись, разделали тушу. Сумма причиненного ими ущерба составила 70 тысяч рублей. Отмечается, что в ходе следствия похищенное изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу. Полиция в Амстердаме применила водометы для разгона людей, вышедших в воскресенье на акцию протеста против новых ограничительных мер из-за коронавируса. Демонстрация проходила на Музейной площади нидерландской столицы. В субботу власти впервые со времен окончания Второй мировой войны ввели в стране жесткий комендантский час. С 9 вечера до половины 5 утра выходить на улицу разрешено лишь работникам служб первой необходимости или по неотложным делам. Таким образом, правительство пытается избежать начала роста числа новых случаев заболевания, которое в последний месяц стабильно падало. По мнению специалистов, британский штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболевания. Однако многие жители были возмущены введенными ограничительными мерами. За субботу более чем 3600 человек были оштрафованы на 95 евро за отказ отправиться по домам, еще 25 были арестованы.